Здравствуйте. В эфире передача «Акцент». В гостях у нас сегодня Юрий Михайлович Николаев, председатель бюджетного комитета Государственного собрания ЛТУМЭН. Темой нашего разговора станет зависимость бюджета республики от внешнеэкономической конъюнктуры. Николаев Юрий Михайлович, кандидат технических наук, председатель постоянного комитета Государственного собрания ЛТУМЭН Республики Саха-Якутия по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации. Добрый день, Юрий Михайлович. Вот в последнее время в новостях, буквально в эти дни, снова начали говорить о нестабильности рубля, о падении котировок на нефть. Насколько вот такая информация, вообще вот эти события критичны для республиканского бюджета? Ну, во-первых, наверное, не только новости, а просто реально, на самом деле, курс доллара, в общем-то, не очень прогнозируемо повышается. В то же время стоимость нефти уже упала меньше, чем за $50 за баррель. Конечно, наша республика от этих волатильности финансового рынка, конечно, много зависит, потому что основные наши налогоплательщики, это, как сказать, Сургутнефтегаз, да, и компания «Алроса», это те предприятия, которые отторговываются, продают свою продукцию основную за границу, за доллары. Естественно, от этого зависит их прибыль, а налог на прибыль – это наша основная статья в доходной части нашего бюджета. В этом году, когда доллар, тут как бы палка о двух концах, да? Во-первых, для «Алроса» чем выше стоимость курс доллара, тем ему, конечно, хорошо. Но, с другой стороны, у них в «Алроса» внешние долги, которые они берут, кредиты, они в основном оцениваются, естественно, в долларовом эквиваленте. Поэтому в конце года, когда курс доллара резко повышается, у них вроде бы и продажи есть, и продают за дорогую свое сырье, но, к сожалению, когда считается уже долги, переводятся на доллары, оно съедает эту прибыль. Но в конце 2014 года, в общем-то, на этот раз для «Алроса» и для Сургутнефтегаза, у которого нет долгов, практически они кредиты не берут, для них ситуация была очень неплохая, и, естественно, мы как бюджет республики, как в конце года, как и в начале 2015 года, мы получили дополнительные доходы. Но, само собой, сегодня из-за того, что доллар повышает, естественно, есть определенные санкции касаемо наших предприятий, которые коснулись, да, в том числе «Алроса». Сегодня, к сожалению, продажа продукции «Алроса» сегодня падает, спроса нет. В этом, наверное, большая сегодня будет проблема, тем более и Сургутнефтегаз, в общем-то, снижает свою прибыль, и, естественно, налоги снижаются. Поэтому мы сегодня следим очень напряженно как за курсом доллара, так и стоимостью барреля нефти, потому что от этого будет зависеть, мы когда выйдем уже на осень и будем вносить уточнение бюджета республики 2015 года, конечно же, мы от этого, что получим, мы тогда и оценим. На сегодня ситуация, конечно, очень напряженная в целом и по нашим предприятиям, которые дают основные налоги в республиканский бюджет, такие в Российской Федерации, в связи с тем, что санкции, в общем-то, не закончились, а наоборот продолжают, еще увеличивается. Это, конечно, создает определенную напряженность. Как-то так. Но если говорить об основных параметрах бюджета, насколько я знаю, планировался бюджет на 2015 год в соответствии с рекомендациями Минфина с курсом доллара что-то порядка 37 рублей. 37,7. В общем-то, это считалось в основном по всей Российской Федерации. Рекомендации Министерства экономического развития Российской Федерации, оно единые. Поэтому мы принимали бюджет свой со стоимостью доллара, курса доллара 37,7. Сегодня у нас последнее уточнение бюджета, уже курс доллара, также по рекомендации Минэкономразвития, мы приняли за 57 рублей за рубль. Да? Это уточнение, которое будет рассматриваться в сентябре? Нет, это мы уже рассмотрели, параметры бюджета 2015 года мы уже пересмотрели. То есть на курсовых разницах мы уже плюса не получим? В принципе, да. 57, это будет сегодня уже 63 практически, это уже есть разница определенная.
Вот хотелось бы еще о какой проблеме поговорить в связи с курсом доллара. Кредиты не только Алроса, а таких предприятий, как Якутия, то есть у которых займы проходят с госгарантиями, они также в долларовом эквиваленте. То есть как будет решаться эта проблема? То есть это растет же нагрузка на бюджет в связи с этим? Ну, естественно, для авиакомпании Якутия это тоже большая проблема, потому что в основном вся техника, которая взята в лизинг, она рассчитана опять-таки на доллары, не на рубли. Даже это наше предприятие, это вот авиапредприятие Сухой, ну, когда авиазавод Сухой продал нам, ну, в лизинг отдал свои технику тоже за доллары. Поэтому вот помните, да, вот в этом году мы в конце года были, 2014 года были аресты нескольких самолетов авиакомпании Якутия. Ну, слава богу, да, мы, в общем-то, депутаты пошли навстречу, мы приняли этот вызов и выдали госгарантии. В счет этой госгарантии сегодня авиакомпания выкупила все свои самолеты, которые были арестованы. Да. Но, естественно, с учетом курса доллара, сегодня, наверное, в авиакомпании возникли еще дополнительные, там, кроме тех трудностей, которые продолжаются, они не были решены 100%. Лизинг это не одного года, да, а нескольких лет. Поэтому я думаю, вот в уточнении бюджета осеннего, возможно, этот вопрос также возникнет по авиакомпании Якутия в том числе. Вообще основные какие будут стоять вопросы, наиболее такие сложные перед депутатами на осенней сессии при рассмотрении бюджета осенних уточнений? Ну, я, честно говоря, не ожидаю больших дополнительных доходов республики, да, которые мы как бы распределяли бы дополнительно. Да. У нас есть несколько таких обязательств, которые на сегодня на 100% скажем, не профинансированы, скажем, да. Это в том числе, могу сказать такую статью, это жилье для детей-сирот. К сожалению, у нас в бюджете не вся сумма как бы заложена. Ну, в общем-то, могу сказать, эта сумма достаточно, я считаю, достаточная сумма с точки зрения возможностей наших строителей, насколько мы можем это построить. Да, эта сумма сегодня заложена. Хотя чисто теоретически по расчетам сумма должна быть чуть выше, да, потому что мы буквально вот в 2014 году мы получили от изменения федерального закона те сироты, которые как бы были более 18 лет, раньше по закону как бы полагалось только детям, которые до 18 лет, да, а уже выше не считал. Теперь вот эта очередь обратно вернулась, естественно, вернулась очень большая сумма на обязательства на большую сумму. Поэтому, естественно, за 1 год, за 2 года мы это решить сразу не можем, поэтому мы его распределяем на несколько лет, но мы считаем, что эта задолженность есть, поэтому одна из таких статей, если будут дополнительные доходы, пойдет на это. Плюс мы, если уже не говорить, оно, конечно, зависит, значит, да, это сельское хозяйство. Сельское хозяйство сегодня профинансировано, вот буквально с начала принятия чуть больше 7 миллиардов мы профинансировали, заложено было в бюджете. И по уточнениям мы сегодня уже достигли, с учетом еще и федеральных средств, которые поступили дополнительно, да, более 9 миллиардов рублей. Уже на 2 миллиарда мы уточнили. Но сегодня проблемы, вот я хоть и в отпуске нахожусь, но бывая вот в сельских районах, в общем-то, от того, что мы, например, увеличили стоимость молока, к сожалению, количество молока не увеличилось. И количество сдающих молоко тоже не увеличилось, потому что люди уже свой скот, кто уже там как бы пустили на другое дело. Поэтому мы вот осенью будет один из основных законов, это закон о сельском хозяйстве. Оно касается, конечно, бюджета, потому что мы, депутаты, считают, что в этом законе мы должны по максимуму рассмотреть все источники, все направления финансирования сельского хозяйства. Я считаю, это для нас, для нашей республики, все-таки мы считаем, это республика сельскохозяйственная, мы должны сельское хозяйство финансировать не как пожарным образом, да, а четко мы должны знать. То есть любой работник сельского хозяйства, любой человек, который хочет заниматься, он точно должен знать на несколько вперед, что он получит. Да. Он не должен там, да, вот, думать. Вот сегодня молоко будет, основные средства будут на молоко, а следующий год оно уйдет на поголовье и, как бы, и так далее, и так далее. Должны быть четкие правила, четкие направления, четкие
позиции. Поэтому, вот, наверное, один из таких основных законов, вокруг которого будет осенью серьезный большой разговор и обсуждение, и мы должны в этом году обязательно его, этот закон принять, чтобы уже при формировании бюджета 2016 года по сельскому хозяйству четко было направление, ну, финансирования именно в рамках данного нового закона. Поэтому вот, я думаю, основные вопросы осенью мы будем вокруг сельского хозяйства крутить. Но, естественно же, будет вопрос в связи с тем, что финансовая ситуация в Российской Федерации не очень, ну, скажем так, очень напряженная. Естественно, наверное, будут какие-то уточнения. Но пока я сказать воздержусь. А есть в уме какие-то дополнительные источники доходов, чтобы покрывать дефицит? Вообще, насколько сейчас можно говорить о запасе надежности бюджета? Вот как раз мы на последней сессии рассматривали наравне с уточнением бюджета 16, 17, 18 годов, 16, 17 годов, 15, 16, 17 годов. Мы рассматривали изменения в закон, ну, так называемый наш бюджетный кодекс республиканский, по-простому говоря, называется закон о бюджетном устройстве, бюджетном процессе в Республике Саха-Якутия, в котором, скажем, внесены нововведения, в том числе вот одно, то, что касается именно государственного долга. То есть мы вот заложили, чтобы при получении дополнительных доходов не менее 10% этих доходов должен уйти на покрытие государственного долга. Вот прямо так заложено. Да? Не менее 10%, может быть и больше, потому что мы сегодня находимся, скажем так, ну, в безопасном расстоянии от, вот у нас разрешено государственный долг не более 50% собственных доходов. Да? Сегодня у нас где-то получается чуть больше, около 40%, 41% от собственных доходов у нас государственный долг. Да? Сегодня 31 миллиард. То есть, в принципе, мы находимся в безопасном, но мы, видя, как бы, да, ситуация у нас какая развивается, в целом мы вот заложили такую ну, изменение, с которым, то есть мы получаем, вот осенью мы получим дополнительные доходы, из них ну, не менее 10% мы положим на погашение государственного долга. Это сверхплановых расходов? Да, да, конечно, дополнительных доходов имеется в виду. Вот мы могли бы вот в последнем уточнении, если это бы уже закон был, изменения в закон были уже в законе, то мы могли порядка на 2 миллиарда рублей мы могли снизить государственный долг. Я считаю, это очень правильная позиция и со стороны правительства, естественно, депутаты мы его поддержали, и в дальнейшем, естественно, оно и будет. Притом, это не менее 10%, можно и 20%, может и 100%. Ну, конечно, такого не может быть, но тем не менее, такой мы себе задачу поставили. Ну и последний, наверное, на сегодня вопрос. Не возникало в связи вот с нахождением источников дополнительных мыслей о приватизации полной или частичной какой-то еще собственности, сверхплана, то есть? Ну, время от времени такие предложения, скажем так, со стороны депутатов возникает. Значит, ну, вот их позиция какая? Да? Все, что могли, мы уже продали, собственности республики мало, но есть такие, например, ну, даже было предложено одного из депутатов продать здание ДП-1. Так, ну, это, я считаю, в общем-то, на сегодня как бы, ну, так вопрос не стоит, конечно. Там, да? Но есть, конечно, в планах приватизации те объекты, ну, у нас план приватизации такой, ну, как бы своеобразный, да? Мы план приватизации каждый год не принимаем, а мы наполняем. Да? У нас план приватизации был принят, по-моему, даже 90, сейчас точно я не помню, 2006 года, но его пополняем и пополняем. Да? Ну, что-то уходит, что-то продается, приватизируется что-то, да? Но я считаю, это сегодня такая цель у нас не стоит. У нас, в общем-то, таких крупных предприятий, да, которые могли бы быть приватизированы сиюминутно, я считаю, пока таких предприятий нет. Поэтому я думаю, это небольшой источник, но мы его рассматриваем как основной источник по дефициту бюджета, да, по погашению дефицита бюджета. Ну, это порядка в год около 3-4 миллиардов рублей у нас как бы заложено. Да. И этот план, в общем-то, выполняется на сегодня.
Спасибо. У нас в гостях был Юрий Михайлович Николаев, председатель бюджетного комитета Государственного собрания ЛТУМЭН. Спасибо, что нашли для нас время. Спасибо за внимание. Это была программа «Акцент». До новых встреч.